Прежде чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться. Владимир Ильич Ленин. Вождь мировой революции, конечно, тот еще Иблис, который уничтожил миллионы людей ради достижения своей цели. И он, конечно, не может служить для нас примером или ориентиром. Но мы можем использовать его наработки, опыт и реальные результаты для того, чтобы самим прийти к власти в республике и привести ее к независимости. Необходимо через ежедневную агитацию, пропаганду внушать жителям республики, что независимость республики – это неминуемый процесс, который обязательно случится. Крах режима Путина в любом случае произойдет. В стране наступит революционное событие, и мы в этот момент можем и должны взять в свои руки власть в республике. В первую очередь нам необходимо агитировать башкир как основной, автохтонный, республикообразующий народ, который является хозяином на своей земле. Башкиры являются движущей силой всей башкирской политической нации, что неоднократно доказывалось масштабными событиями в республике последние 10 лет. Что такое сегодня Республика Башкортостан в экономическом плане? В первую очередь это полезные ископаемые. Общее число месторождений минеральных ресурсов превышает более 3000. Это нефть, газ, уголь, руды черных металлов, такие как железные руды, марганец, хромиты, руды цветных металлов, медь, свинец, алюминий, цинк, золото, бокситы, руды редких металлов, вольфрам, олово, неметаллические ископаемые минералы, горный хрусталь, флюорит, исландский шпат, серый колчедан, барит, силикаты, кремнеземы, асбест, тальк, драгоценные поделочные природные камни, такие как малахит, яшма, гранит, мрамор. По объему добычи нефти Башкортостан занимает 9-е место в Российской Федерации, а по ее переработке и производству нефтепродуктов 1-е место. Развитый машиностроительный комплекс региона – это более 300 крупных и средних предприятий. Республика выпускает авиационные двигатели, вертолеты, автобусы, троллейбусы. Производит 19% выпускаемой в Российской Федерации каустической соды, 58% кальцинированной соды. Является единственным производителем в России белой сажи и пищевой соды. Но Башкортостан сегодня является колонией Москвы, откуда выкачиваются ресурсы, как природные, так и человеческие. Все более-менее доходные предприятия республики скуплены друзьями Путина, олигархами. Владельцы башкирских предприятий являются такие люди, как Игорь Сечин, владеет Башнефтью, братья Ротенберги владеют БСК «Сода», Алексей Миллер владеет ООО «Газпром нефтехим Салават», Искандер Махмудов владеет УГМК, Анатолий Сердюков владеет УМПО. Все они зарегистрированы в Москве или других регионах и, соответственно, платят налоги туда. Башнефть за одно только недропользование платит налогов в Москву 4 миллиарда долларов, а весь бюджет Республики Башкортостан составляет 3 миллиарда 940 миллионов долларов. Практически столько же. То есть одна только Башнефть могла бы удерживать Башкортостан на том же уровне социального и инфраструктурного обеспечения, как сейчас это происходит со всех официальных доходов республики. Но республика вследствие кражи у нее этого предприятия владеет всего лишь 25% Башнефти. И то дивиденды от которых по своему усмотрению выплачивает Игорь Сечин. Один год может полностью выплатить дивиденды, другой год вообще не выплатить. Все зависит от его настроения. И главное, доходы Башнефти – это меньше четверти от реальной выручки всех предприятий Башкортостана. Теперь вы понимаете размах грабежа Москвой нашей республики. Официальный валовый региональный продукт на душу населения в Башкортостане составляет 6642 доллара на человека. Фактический же доход 13111 долларов. То есть нас обкрадывают в 2 раза. Исходя из этого, по паритету покупательской способности Республика Башкортостан должна находиться на уровне Хорватии или Португалии. Кто может сказать, что Хорватия или Португалия живут бедно? А вот Башкортостан, да, живет так бедно, что ее жители вынуждены уезжать на заработки вахтовым методом или подписывать контракты, идя воевать в Украину.
Вывод по всем 12 факторам, которые я приводил выше. Если башкиры в ближайшие 30-50 лет не обретут независимость и не построят свое собственное национальное государство, то они обречены на ассимиляцию и исчезновение как отдельного народа. Только независимый Башкортостан спасет башкирский народ.